меня во второй день была очень хорошая встреча с руководством ФМС, с господином Константином Олеговичем Рамадановским. Вы знаете, что в период предвыборной кампании мы оказывали хорошую посильную помощь для всех тех наших жителей автономии, которые были депортированы, которые получили запреты в Российской Федерации. И более 150 человек, со 150 человек эти запреты были сняты. Мы договорились продолжить эту хорошую практику, соответственно. И у нас уже даже предварительно есть договоренность о том, чтобы было открыто отдельное окно, как говорится, для жителей Гагаузии, вот будет оно так и называться, Гагаузское окно, через которое, в которой будет сформирована структура, принимающая конкретно жителей нашего региона, и будут, соответственно, послабления конкретные и поддержка именно такой категории, нашей категории населения. Мы продолжим практику снятия запретов. В этом случае речь идет именно о тех запретах, которые касаются той категории, которая нарушила срок от 90 дней до 270 дней. Все те нарушения, которые выше 270 дней, они рассматриваться, соответственно, не будут. Также мы предварительно с господином Рамадановским рассматривали и вопрос создания условий для предоставления патентов, трудовых патентов для жителей Гагаузии не только в Москве, но и открытие здесь отдельного отделения в Гагаузии, чтобы представлялись документы, и, соответственно, здесь на месте трудовые патенты были получены. То есть очень много конкретных хороших предложений. Я для себя, как для руководителя региона, сделала очень хороший вывод о том, что и руководство Российской Федерации, и руководство региона Московской области готово к сотрудничеству, хотят оказывать нам содействие, хотят оказывать нам поддержку, хотят оказывать поддержку нашим людям, которые проживают в Российской Федерации. И тот путь, который выбрала наша команда в преддверии выборов о региональном сотрудничестве, и конкретно мы имеем в виду регионы Российской Федерации, он оправдывает себя, и мы видим, что результаты жители нашего региона должны почувствовать в ближайшее время.